Селям алейкум, хайрлы шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры будут периодически выводить номера телефонов +3 80 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Также можете использовать программу Skype, адрес которого вы также видите на экране вашего телевизора, atr.tv. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нашим гостям нам важен ваш голос. Ну а мы начнем со следующего информационного сообщения. Сегодня в оккупированном Крыму проходят так называемые судебные заседания по избранию меры пресечения крымским татарам, которых задержали во время вчерашних облав на территории временно оккупированного Крыма. Политический заключенный Сервер Мустафаев написал письмо поддержки с призывом миру оказать всяческое давление на оккупанта за репрессии и агрессию. Давайте послушаем фрагмент его письма. Активное заявление с международных трибун, международные суды и последние доклады ООН стали детонатором продолжения безумного, наглого наплевательства России на весь мир. Дошло до того, что в Крыму в числе других незаконно задержанных в ходе массовой облавы инвалид, слепой человек, которого оккупанты обвиняют в терроризме. Это показатель ужесточения политического давления на коренной народ – крымских татар, одной из форм которого является давление по религиозному признаку. Цель облав, обысков, арестов и обвинений в никогда не существовавшем у крымских татар терроризме – запугать народ, не покорившийся оккупантам, вынудить его покинуть родную землю, чтобы там не осталось тех, кто самим своим существованием и своей борьбой показывает миру истинную картину жизни в оккупации на протяжении 6 лет. Мы можем сколько угодно призывать всех вокруг к активности и поддержке нас в решении нашей проблемы, именно как чужую проблему воспринимает нас мир, когда информированность мира хромает. Но где в этом призыве пример самих крымских татар, украинцев, проживающих в других странах? Не будет его, не будет ничего. С нами сейчас на прямой связи адвокат Лиля Гимиджи из временно оккупированного Крыма. Лиля Ханум, селям алейкум. Алейкум селям, хайрлах шамлар. Хайрлах шамлар. Лиля Ханум, вот сейчас в оккупированном Крыму проходят так называемые судебные заседания по избранию меры пресечения вчера задержанных. Расскажите, как идут судебные заседания, избрали ли уже кому-то меру пресечения? Судебное заседание проходит в закрытом режиме. Ни одного слушателя не допустили в зал судебного заседания. Все слушатели находятся под зданием суда. И это большое количество людей, которое прибыло из всех уголков Крыма. Часть людей сейчас направилась к Саммину. И они требуют встречи с Аксеновым. Идет прямая трансляция в Фейсбуке этого события. Они требуют от Аксенова выслушать их, они хотят высказать ему свои возмущения тем беспределом, который творится. И вчерашние, действительно, как Сервер правильно заметил в письме, вчерашние обыски – это вот такой детонатор, когда народное возмущение оно уже достигает определенного предела и переполняет чашу терпения людей. Большое количество людей затронуто подобными арестами. Количество детей, оставшихся без отцов, оно увеличивается в геометрической прогрессии. Это очень пагубно влияет на их психологическое состояние. И народ возмущен до крайности. Более того, вчера, как и уже такую набирает практику, когда во время обысков подкидывают литературу людям, у которых проводят обыск. И вчера они погнушались даже тем, чтобы подкинуть литературу слепому человеку. Вот этот полный абсурд, в котором мы находимся сегодня в Крыму. Угу. А вот вы сказали, что были факты, что подбрасывали какую-то литературу в дома крымских татар. Расскажите, какую литературу, когда, каким образом? Практически во все дома была подброшена литература.
в доме, например, Ибрагима Исметова, куда меня не допустили на обыск, новую книжку, очень прям с вырезанными страницами, белая с красной надписью. Супруга даже не успела точно прочитать ее название. Система правления халифа или правление халифа, называлась она как-то так. И ее подбросили в угольный склад, то есть под навес, открытый под навес, где находится уголь, дрова, то есть место достаточно грязное, но при этом книжка была идеально новая. В семье Хайрединова Сейрана подкинули книжки на холодильник, по-моему. И шли целенаправленно именно к этому месту. И нашли книжки. Когда я спросила у Сейрана, ты, говорю, хоть заметил название? Я не заметил даже название. Их было несколько. Это были что-то в виде брошюр. Но что это за литература была подброшена, нам неизвестно, потому что протоколы обыска, ввиду того, что была подброшена литература, они отказывались подписывать, и нам не вручили даже копии протоколов обыска. И общаясь с другими семьями, и с семьей Зикирии Муратова, и с семьей Бектимирова Вадима, становится очевидным, что книги подбрасывались все, и это именно делается тогда, когда не хватает доказательств вины того или иного человека. Правильно ли я понимаю, что вчера оккупанты вот пришли в дома, понятно, они пришли очень рано, но они пришли со своими понятыми и не допускали адвокатов? Да, пришли в 4 часа утра, что расценивается как с точки зрения процессуальности, расценивается как ночное время. Для этого должны быть особые условия, то есть должна быть такая необходимость, почему они пришли в 4 часа утра. Я думаю, это делалось для того, чтобы все эти обыски провести до того, как настанет рассвет, до того, как люди начнут заметить, что происходит что-то неладное с их соседями, с их родными, с их близкими. И прибыв на обыск, ни одного адвоката не допустили, в том числе не допустили меня. Многие адвокаты направили жалобу. Я направила жалобу в интернет-регионную прокуратуры о том, что меня как адвоката не допустили на следственные действия, чем нарушено право на защиту Ибрагимова и Исмета. Будем ждать ответа, но все-таки я склоняюсь к тому, что ответ будет формальным. Как вы думаете, какие будут сегодня результаты так называемых судебных заседаний по избранию меры пресечения? Опыт показывает, что результаты будут стандартные, будет избрано мера пресечения в виде содержания под стражей, в следственном изоляторе. Скорее всего, это будет до 9 сентября. Я предполагаю, что до 9 сентября 2020 года будет избрана мера пресечения 6 фигурантам, которых задерживали вчера. И это не является новшеством. Здесь идет попирание Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, на которые ссылаются судьи при избрании меры пресечения. Нет абсолютно никаких доказательств, которые бы свидетельствовали в пользу того, что необходимо избирать именно эту меру пресечения. В частности, по всем фигурантам дела, кроме непонятных каких-то прослушек в деле Сейрана Хайрединова, это 2015 год, из каких, скажем так, глубоких недр достали эти материалы, мне еще неизвестно, но тем не менее вот так вот сегодня проходит судебное заседание в Крыму. Ну а относительно Александра Сизикова, инвалида первой группы, ожидаете ли вы, что будет какое-то смягчение по мере пресечения? По Александру Сизикову мера пресечения была избрана вчера, поздно вечером, ему избрали домашний арест. И это, наверное, более чем логично. Абсолютно незрячему человеку находиться в СИЗО и обслуживать самого себя, когда он самостоятельно даже не может передвигаться, крайне затруднительно, и это было бы верхом цинизма, на мой взгляд. Но, тем не менее, мы являемся свидетелями того, как под арестом, как в следственном изоляторе находился и всем известный Эдем Бекиров, сейчас находится Джемиль Гафаров, Сервет Газиев, Эльвер Умеров. Это пожилые люди, у которых проблемы, серьезные проблемы со здоровьем. И Зикирьян
Муратов, это тоже один, на сегодняшний день это самый пожилой задержанный крымский татарин, он 57-го года рождения. Мгм. Лилия Ханум, а вот что сейчас инкриминирует всем 6 задержанным? Здесь практика не поменялась. Антитеррористическое и антиэкстремистское законодательство Российской Федерации используется в качестве инструмента преследования несогласных, тех, кто имеет свою точку зрения, свои религиозные, национальные убеждения, и под видом борьбы с терроризмом преследуют именно этих людей, преследуют за участие либо организацию террористической организации. Мгм. Лилия Ханум, а вот с чем вы связываете очередную волну репрессий в отношении крымских татар на территории временно оккупированного Крыма? Потому что вот мы разговаривали с многими адвокатами, политиками, они говорят, что вот после внесения изменений в Конституцию Российской Федерации, после чего были расширены полномочия еще больше Путина, то бесчинства в Крыму будут продолжаться еще более серьезной более серьезной геометрической прогрессии. Связываете ли вы это с внесением поправок в Конституцию РФ? Наверное, это больше вопрос к политологу. Я просто могу заметить системность, которая прослеживается, что после очередных заявлений международных инстанций, после принятия очередных резолюций происходит задержание крымских татар, и это можно отследить, как после принятия резолюции происходит задержание. Я вижу в этом системность, а на вопрос, который задали вы, наверное, правильнее было бы отвечать политологу. Мгм. Ну, я вот почему спрашивала, потому что вот многие говорят, что вот подобные вот репрессии, обыски, они как-то приостановились в связи с тем, что вот на территории временно оккупированного Крыма, на территории России вот проходили вот эти поправки в изменении в Конституцию Российской Федерации. И вот после уже расширения полномочий Путина вот теперь и будут нарабатывать вот это то, что они не делали на протяжении двух-трех недель. И вот сейчас будет еще большая какая-то волна этих репрессий. Вот вы ожидаете этого? Честно сказать, я надеюсь, что этого не будет и что найдется какой-то здоровый смысл, здоровый глуз, да, по-украински так будет правильно сказать, когда прекратятся эти репрессии по религиозному, по национальному признаку, и мои соотечественники, мои единоверцы смогут абсолютно мирно проживать на территории Крыма. И это, вы знаете, мы проводим допрос в рамках второй бахчисарайской группы, одним из фигурантов которого является Сервер Мустафаев. И сегодня я заметила такую тенденцию, что мы допрашиваем не только крымских татар, мы допрашиваем и представителей русского народа, украинского народа. И это люди из интеллигентной прослойки, и все они говорят о том, что до 2014 года и, в принципе, сейчас от крымских татар они не видят никаких ущемлений по религиозному признаку, никаких враждебных настроений по отношению к их национальности, к их конфессиональной принадлежности. И все вот очень положительно характеризуют тех, кто находится сегодня в заключении. Мгм. Ну, мы понимаем, да, что сегодня все, кого задерживают на территории временно оккупированного Крыма, крымских татар, это политические заключенные, и дела просто фальсифицируются. И вы вот упоминали, что подбрасывают книги и так далее. Как в таком случае адвокаты крымские могут защищать политических заключенных? Какую стратегию защиты вы в данном случае будете применять? Ну, чтобы сделать это, могут действовать в рамках закона и процессуально закреплять те нарушения, которые случаются в момент проведения следственных действий. В частности, по Тирану Хайретдинову мы вчера прописали в протоколах, что был подброс литературы, что фактическое задержание отличается от времени задержания указанного в протоколе. Фактически он был лишен свободы передвижения с 4 часов утра, хотя в такой допроса с 13:30 указано время. И вот адвокат действует исключительно в рамках закона, действует процессуальными способами. И, в принципе, не только я, но и мои коллеги этим занимаются, когда закрепляют это во всех процессуальных документах.
Вот мы упоминали с вами Серверага Мустафаева, политического заключенного. Вы знаете, что он написал письмо поддержки с призывом миру оказать всяческое давление на оккупанта за репрессии и агрессию. Вот расскажите, как сейчас идет дело политического заключенного Сервера Мустафаева. Некоторое время назад у него были проблемы со здоровьем. Удалось ли адвокатам, близким с ним встретиться, поговорить, что сейчас вам известно о его о его процессе? Процесс происходит 4 дня в неделю. Сейчас предоставлено время стороне защиты для допроса свидетелей, для представления своих доказательств. Мы уже допросили не один, насколько я помню, десяток свидетелей. У нас еще порядка сотни свидетелей, которые готовы прийти и свидетельствовать в защиту наших ребят, наших подзащитных. И далее сторона защиты подготовила материалы. Я не хотела бы заранее все раскрывать, но это будет допрос специалистов, которые будут подвергать сомнению экспертизы, которые есть в материалах дела в качестве доказательств вины, и исследовать вещественные доказательства, исследовать письменные доказательства в суде. Мгм. И последнее, что я вас хотела спросить, вот, Лилия Ханум, мы же понимаем, да, что уголовные дела все безосновательные, все сфальсифицированные в отношении крымских татар, и не только. И понятно, что по праву адвокаты на судебных заседаниях защищают политических заключенных и доказывают, что они не виноваты ни в чем. Но мы же понимаем, что приговор все равно будет вынесен именно в таком виде, в котором его хотят видеть в Кремле. Как в таком случае защищать? Как в таком случае не терять надежду? Вы знаете, я вот только вчера общаюсь с одним из представителей правоохранительных органов, высказывая, скажем, свою позицию по задержаниям, услышала его ответную реакцию. Ну, что мы можем? И я рассказала ему кораническую притчу о том, когда пытались сжечь пророка Ибрахима, Авраама в христианской истории, христианских писаниях. И муравей носил воду для того, чтобы потушить тот огонь, которым сжигали этого пророка. И на вопрос, почему ты носишь воду, ты не можешь потушить пожар, он ответил, тогда зато у меня, говорит, будет оправдание перед Всевышним. И понимая, что сроки, как правило, бывают очень огромными, тем не менее, нужно всегда подходить с той точки зрения, что, во-первых, как профессионалы, как адвокаты, мы должны сделать все возможное, то, что мы можем сделать в процессуальных рамках, в рамках законодательства, предоставить все необходимые доказательства вины и способствовать тому, чтобы ситуация изменилась. Çok sağ olunuz, Лилия Ханум. Адвокат Лилия Гемиджи была с нами на прямой связи из временно оккупированного Крыма, где сегодня проходят так называемые судебные заседания по избранию меры пресечения крымским татарам, которых вчера задержали во время облав. Гость нашей студии Константин Батовский, политолог. Витаю вас. Добрый день. Да, вы знаете, вчера оккупанты в Крыму по нескольким адресам провели обыски в домах крымских татар и этнических русских мусульман. Известно, что 7 человек после следственных действий вчера забрали в управление ФСБ в Симферополе. Среди задержанных стример крымской солидарности Эмиль Зиядинов, активисты Исмет Ибрагимов, Алим Суфьянов, Сиран Хайреддинов, Александр Сизиков, инвалид первой группы, Вадим Бектимиров и Зикирья Муратов. Сегодня 6 задержанным выносят, сейчас идут судебные заседания по избранию меры пресечения. И давайте вспомним, как, собственно, вчера началось утро в оккупированном Крыму, и начнем нашу беседу.
книжки, вот эти вот детские книжки, вот здесь в углу стояли. Они вытащили первую книжку и сказали, что, мол, вы можете какие-то уроки какие-то ведет. Какие уроки? Чего добиваются оккупанты на территории временно оккупированного Крыма, проводя облавы в домах крымских татар? Ну, это типичное поведение колонизаторов. Они просто стригут, что называется, любые низовые инициативы. Все, что не вписывается с их точки зрения в русскую картину мира, мы видим одинаковый подход к инакомыслию на Северном Кавказе и в оккупированном Крыму. Люди, которых русские оккупанты считают опасными, активными, независимыми, они заранее выявляются и нейтрализуются в том или ином виде. Как правило, через с правосудием это назвать язык не поворачивается, через постановочные судебные процессы в духе сталинской эпохи. И, в принципе, это типичное поведение русских колонизаторов, давайте называть вещи своими именами. И, к сожалению, оно будет продолжаться до тех пор, пока они полностью не подавят и не подчинят себе абсолютно все слои общества. Как сегодня украинская власть может бороться и защищать своих граждан на территории временно оккупированного Крыма? Но в первую очередь это дипломатический путь. Украина обязана просто поднимать этот вопрос на всех уровнях, потому что здесь имеет место систематическое абсолютно нарушение фундаментальных прав человека, право на свободу вероисповедания, право, собственно, на свободу собраний и множество других фундаментальных прав. И задача украинской дипломатии просто поднимать эти вопросы на максимальном количестве площадок и ни в коем случае не давать их замалчивать. Ну, а мы можем уже была нота протеста Министерства иностранных дел Украины, уже, собственно, отреагировали в посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине. Но кроме нот протеста мы можем что-то делать, как-то активно, еще более активно развивать этот вопрос и защищать наших граждан? Будем реалистами, у нас нет рычагов для того, чтобы повлиять и этих людей освободить. Только если речь не будет идти потом об обмене в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Что Украина еще может сделать? Это выявлять людей, которые непосредственно осуществляют эти карательные операции. Их имена, скорее всего, известны. Как правило, это бывшие сотрудники украинских правоохранительных органов. И добиваться... То есть их специально, да, коллаборантов, изменников затягивают в такие грязные дела? Конечно, чтобы они заслужили кровью себе право считаться частью российской карательной системы, потому что никто и никогда не хочет иметь дело с предателями. Все понимают, что предавший однажды предаст обязательно и второй раз. Поэтому эти бывшие сотрудники, они и есть основной такой рабочей силой по исполнению этих заведомо неправомерных решений. И, конечно, эти люди должны быть названы, их имена должны быть обнародованы, и Украина должна добиваться их систематического преследования, уголовного преследования. Как вы думаете, почему санкции не ужесточаются, хотя репрессии и преступления на территории временно оккупированного Крыма с каждым днем усиливаются? Это очень сложный вопрос, потому что санкции, как правило, чтобы они шли дальше, должен быть некий ресурс и желание западной стороны эти санкции вводить. А сейчас в вопросе санкций наблюдается такое охлаждение. Понятно уже, что пока западные страны просто не готовы на ввод новых санкций. Но опять а мы достаточно для этого делаем? Як чего? Может, стоит на международные площадки, на различного рода платформы привлекать семей политических заключенных, представителей, жен, брата, отца и так далее, которые приходили бы на эту платформу, рассказывали бы о том, что происходит на территории временно оккупированного Крыма. Ведь русские же это делают, да? Оккупанты это делают. Они и там коллаборантов привлекают на Совбез ООН, организовывают там неформальную конференцию по формуляре. Они на парламентской ассамблее ОБСЕ привлекают журналистов на комитеты по свободе слова, да, и которые тоже там выходят и откровенно врут.
но мы же можем как-то этому противодействовать и свои какие-то да, действия. Абсолютно правильно. Каким- Мы можем и должны делать такие же абсолютно действия. Просто вот поведение России показывает то, что у них есть стратегия и у них есть цели. А у нас, к сожалению, еще нету все-таки на государственном уровне стратегии именно по деоккупации Крыма и вот по всему комплексу мер с этим связанных. Это очень печально. Ну, вы знаете, недавно Антон Кореневич, постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым, сказал, что сейчас как раз-таки разрабатывается стратегия по деоккупации Крыма. Что должно быть в публичном документе? Ну, к сожалению, видите, у нас уже 6 лет разрабатывается этот документ. И первое, что в наших силах и что должно быть сделано, это обеспечение политики правды. Мы обязаны бороться за правду и за нашу версию событий того, что случилось в Крыму в 2014 году, а именно, что имела место вооруженная оккупация, аннексия нашей территории со стороны Российской Федерации. И, собственно, бороться, ну, вот это и есть правда. И отстаивать эту правду мы обязаны, и исходить мы обязаны именно из этого. Это сразу нам позволяет забыть раз и навсегда все предложения России о том, чтобы давайте вот перевернем страницу, давайте вот там что-то выведем за скобки. Ни в коем случае. Мы должны всегда все стороны возвращать в исходную точку в 2014 год и доказывать всем, что это была агрессия. И вот это, мне кажется, собственно, донесение правды и есть вот нулевой пункт нашей стратегии. Мгм. Появилось информационное сообщение, что состоялось уже судебное заседание по избранию меры пресечения в отношении Ибрагимова Исмета, задержанного 7 июля по подозрению в организации деятельности Хизбут Тахрир, которая запрещена в России с 2003 года. Киевский районный суд вынес решение о содержании под стражей до 2 сентября 2020 года. Защиту осуществлял адвокат Айдер Азаматов. Напомним, около 4 утра 7 июля стало известно об одновременном проведении массовых обысков в нескольких районах Крыма. По итогам следственных мероприятий, которые прошли в 13 домах, сотрудники ФСБ задержали 7 человек. Зейдинова Эмилия Ибрагимова, Исмета Суфьянова, Алима Харидинова, Сирана Сизикова, Александра Бектимирова, Вадима Муратова, Зикирью. Всех доставили в здание ФСБ Крыма в Симферополе. Деливера Меметова, к которому пришли с постановлением на арест, его домовладения не было. Спецслужбы продолжают его искать, как говорится в сообщении общественной организации «Крымская солидарность». И вот уже Ибрагимову Исмету вынесли решение по избранию меры пресечения до 2 сентября. И, как сказала адвокат Лилия Гемиджани, собственно, не питают иллюзий, что в отношении остальных 5 будет такое же решение так называемого оккупационного суда. Многие адвокаты и адвокат Эмиль Курбединов вот очередную волну репрессий на территории временно оккупированного Крыма связал с недавним докладом генсека ООН Антонио Гутерриша о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, где в докладе ООН призвала правительство Российской Федерации выполнить свои обязательства по соблюдению международных норм в области прав человека в оккупированном Крыму. Давайте послушаем, что говорится в докладе. Я настійно закликаю уряд Російської Федерації виконати свої зобов'язання по дотриманню міжнародних норм в галузі прав людини в Криму і дотримуватися зобов'язань, які застосовуються до неї відповідно до міжнародного гуманітарного права. Я також закликаю уряд Російської Федерації забезпечити належний і безперешкодний доступ міжнародних місій зі спостереження за дотриманням прав людини і доступ правозахисних неурядових організацій в Крим. Не менш важливо в повній мірі дотримуватись абсолютної заборони на застосування тортур і забезпечити оперативне, незалежне, неупереджене, ретельне і ефективне розслідування всіх заяв про жорстоке поводження, тортури і насильницькі зникнення в Криму, а також забезпечити право на свободу вираження поглядів, на свободу переконань, право на мирні зібрання та свободу об'єднань, свободу думок, совісті і релігії, що стосуються всіх осіб і груп осіб у Криму без дискримінації за жодних причин. Это уже второй доклад. Что он нам дает? Ну, на самом деле, это очень хорошо, что на таком высоком уровне с уст, собственно, генерального секретаря ООН
звучат оценки, в которых Россия выступает как сторона, которая явно является агрессором и нарушает права человека. Но давайте, опять же, будем реалистами и помнить, что от этих заявлений ничего не изменится. И недавние поправки в Конституцию России, которые были приняты по итогам недавнего так называемого референдума, они как раз закрепляют примат российского права над международным. То есть России больше санкций, как бы не указ. И мнение даже генерального секретаря ООН, России больше не указ. И Ну, это, это так конечно, для России, это они для себя так решили на своем конституционном уровне, но это же не влияет на международное право и на применение международными нашими партнерами каких-то рычагов влияния на РФ. вы знаете, это, конечно, влияет, потому что все понимают, что какой смысл и толк на Россию давить экономически или еще каким-то образом, если она все равно закрывается и принимает законы и, в принципе, давайте назвать вещи своими именами, плюет на международное право. Очевидно, что для того, чтобы влиять на Россию дальше, одного международного права уже недостаточно. Нужны какие-то другие рычаги. Это рычаги уже могут быть военного плана или какого-то другого плана. Но явно они не должны лежать уже, не могут лежать в плоскости международного права, потому что 6 предыдущих лет показали абсолютный тупик и даже исчерпание этого пути. Мы видим, что этот путь ведет к тому, что Россия, наоборот, закрывается, наоборот, отметает все претензии, в России устанавливается авторитарная и даже тоталитарная власть, и мировому сообществу, очевидно, нужны какие-то иные рычаги влияния, чем просто чем юридические оценки. Ситуация подталкивает просто мировое сообщество к тому, что Россия становится слишком большой проблемой. Ну да, может как раз-таки эта самоизоляция России от международного права может сыграть нам на руку, когда мы можем апеллировать и говорить, вот есть Россия, она отказывается, в общем, от всего, от международного права, она свой закон ставит в приоритет над международным правом, и давайте как-то влиять, давайте как-то обрывать, если Россия обрывает эти правовые свои мосты, может, какие-то экономические тоже стоит уже оборвать с Россией? Безусловно, это надает нам моральное право, больше морального права, но никак не помогает облегчить судьбы наших граждан, которые, допустим, попали в Россию в беду. Мы понимаем, что единственный путь, который у нас остается для того, чтобы спасти жизни этих людей, это постоянный обмен. И тот факт, что вчера было сообщение о том, что СБУ в Украине задержала 2 российских диверсантов и просто выдворила их с территории Украины, не выдвинув им ни одного обвинения, звучит настолько диким и вопиющим, потому что отпускать, собственно, 2 русских за просто так, еще и пойманных с поличным на территории Украины, не привлекая их в обменный фонд, это крайне глупо. И мы должны впредь этого не делать, потому что у нас на самом деле речь идет о том, что только путем обмена мы можем доставать своих граждан, в том числе крымских татар. Но тоже здесь, знаете, вопрос возникает, ведь неправильно говорить об обмене, потому что наши граждане, удерживаемые на территории Российской Федерации и на территории временно оккупированного Крыма, это политические заключенные, и они абсолютно ни в чем не виноваты. Тут вопрос должен стоять освобождение наших граждан, но никак не обмен. По сути, как бы мы это ни назвали, де-факто это обмен. Мы меняем людей, которых мы задержали, на людей, которых задержали. Я к тому, что может какими-то другими методами нужно пытаться освобождать наших политических заключенных. Я думаю, у нас нету просто никаких оставшихся в арсенале методов. Уже исчерпано все. Единственное, что возможно дальше, это ввод уже персональных санкций в отношении широкого круга высшего российского руководства, которые действуют в США. И было бы очень хорошо, чтобы они начали действовать в европейских странах. Но я же к переговоры этому об этом веду. очень тяжелы. И... Как нам нужно разговаривать с нашими западными партнерами, чтобы они применяли более радикальные меры в отношении России? Что еще должна сделать Россия такого, чтобы наконец-то наши западные партнеры начали эти радикальные меры применять? Если они даже, как вы сказали, на международное право плюют. Как?
Ну, тут, к сожалению, работает поговорка: пока гром не грянет, мужик не перекрестится, пока Россия не перейдет вот к открытым агрессивным действиям в отношении европейских держав, которые уже имели место. Ну, стоит вспомнить отравление Скрипаля. Скрипаля в Лондоне, стоит вспомнить убийство этнических чеченцев в Берлине и вот сейчас вот в Вене, буквально на днях. Собственно, вот об этом мы и должны говорить, что Россия интервьюирует европейские страны гибридным способом, и это уже реальность, и глупо эту реальность игнорировать. Вот это вот тот путь, по которому мы должны идти. А сейчас есть какие-то предпосылки освобождению наших политзаключенных? Помните, после встречи 4 лидеров в нормандском формате президент Владимир Зеленский говорил о том, что сейчас есть несколько треков по политическим заключенным, по нашим военнопленным. А что сейчас, этот процесс как-то приостановлен, в стагнации, или же какие-то есть предпосылки освобождения? Как вы Вы знаете, видите? предпосылок в любом случае это не публичные переговоры, которые ведутся. Я к ним не причастен, у меня нет информации о том, как они происходят. Единственное, что всегда в этой игре участвует помимо украинской власти такой странный субъект, который зовут Виктор Медведчук. И мы понимаем, что освобождение наших граждан — это еще такая игра, игра в поддавки, в которой играет вот путинский режим посредством Медведчука, когда хочет накачать ему в Украине какую-то там еще политическую субъектность. На самом деле, с нашей точки зрения, абсолютно не важно, как наши люди попадают домой. Главное, чтобы они домой попадали уже. А как это происходит? Второй вопрос. Вот единственное, что хотелось, чтобы вот в информационном поле у нас не было сообщений, что мы поймали на своей территории 2 преступников, иностранных граждан, готовивших в нашей стране теракты, и просто взяли их, экстрадировали, потому что, это страшная, просто непростительная глупость. Ну вот, раз уж мы заговорили про нормандский формат, давайте тогда продолжим. После нормандских переговоров на уровне советников в Берлине глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба ждет новые переговоры министров в этом формате. Об этом Кулеба рассказал в ответ на запрос «Европейской правды». Давайте послушаем. Останній раунд перемовин на рівні радників лідерів нормандського формату продемонстрував, що розмова глав МЗС цього ж формату назріла і перезріла. Сподіваюсь, російський колега Сергій Лавров готовий конструктивно і предметно взяти участь у такій розмові. Нам усім потрібно динамічно рухатися шляхом виконання загальних узгоджених висновків Паризького саміту в нормандському форматі. Есть ли логика в этом? Логика есть в том, что мы просто постоянно обращаем внимание представителей нормандского формата к тем договоренностям, которые были достигнуты, потому что считаем, что они не выполняются или выполняются не в полном объеме. Ну, а что выполнилось, собственно, после встречи 4 лидеров в нормандском формате в декабре? Вы помните коммюнике, о котором шла речь, да, и которое было опубликовано? Что было выполнено? На самом деле, можно вспомнить проект по отводу войск в некоторых зонах, который был согласован, и вот на участке Золотого. Но это было до случился. встречи 4 лидеров в нормандском формате разведения. Все равно потом договорились о еще новых участках разведения. И пока вот разговор об участках разведения, это пока единственная такой вот, что ли, вот живая тема. Что Там называется. речь Тема, шла у которая всех еще на на всех, столе. но так и ничего. Вы знаете, это же кочует 6 лет формула. Всех на всех кочует из коммюнике в коммюнике и будет кочевать дальше. Пока мы не видим со стороны России желания или воли как-то поменять ситуацию. И потому что обычно в международной практике, если страна хочет показать волю к переменам, она делает какие-то действия. Если бы Россия действительно хотела продемонстрировать добрую волю, она бы освободила людей или продемонстрировала бы какой-то жест доброй воли. Жестов доброй воли со стороны России мы никогда не видели, и я не уверен, что увидим в обозримом будущем. И это тоже то, о чем надо говорить, и то, о чем хотелось бы, чтобы наш МИД эту тему тоже коммуницировал. У нас как бы переговорщики пытаются держать максимально переговоры в тайне, такова стратегия Андрея Ермака, нашего как бы ключевого переговорщика, что давайте мы будем все держать под сукном, а потом вывалим договоренности уже публике и заставим их принять. А почему, кстати, выбирают именно такую стратегию? От глупости, глупости и непрофессионализма, потому что Андрей Ермак должен понимать, что его сила
и сила президента Украины — это, собственно, люди, которые стоят за ним. И что если в обществе нет большинства и нет позади вот твердого большинства украинских граждан, которые будут отстаивать какую-либо позицию, то вот без этого просто трудно идти на переговоры. Глупо идти на переговоры, обещать какие-то уступки, а потом думать, как это продать собственным гражданам. Надо сначала выработать позицию, защитить ее у своих граждан и с открытым забралом идти на переговоры и абсолютно открыто говорить то, что думает вот украинское большинство. Например, то, что если вот вы, уважаемые оккупанты, если там хоть шаг сделаете, хоть миллиметр куда-то в сторону, ну, вы умоетесь кровью, потому что наша страна встанет на защиту своей территории, и вы эту войну никогда не выиграете. Это хорошая переговорная позиция. С такой переговорной позицией можно ехать и смотреть в глаза, собственно, им, своим визави, а не пытаться вот как-то обыграть в шахматы Россию, которая играет с тобой не в шахматы, а в шашки. А на какую уступку может пойти Украина ради урегулирования ситуации на Донбассе? Ну или каким-то образом попытаться решить вопрос прекращения огня, например? Вы знаете, ну, мировая практика, она всегда говорит о том, что нужен компромисс. Вот, дескать, всегда нужен какой-то компромисс. Даже вот такая сильная страна, как Соединенные Штаты, недавно объявила о том, что она вот уходит из Афганистана. Вот, с 2001 года прошло, получается, 19 лет. Вот 19 лет Америка присутствовала в Афганистане и сейчас приняла решение выходить, потому что, ну, ее присутствие тоже зашло в некий тупик. Своих целей они явно не достигали. И тогда они решились на переговоры с Талибаном для того, чтобы максимально вот ситуацию выйти, максимально сохранив лицо. Нас всячески подталкивают к такому сценарию, и нам тоже говорят, что Украина должна вот условно забыть о своей гордости, пойти на любые компромиссы, просто потому что ну сколько можно еще терпеть. Ну а Но какой это может быть уловка. здесь компромисс, если тут идет речь о суверенитете, о территориальной целостности нашей страны? Тут как бы, по-моему, все понятно. Либо вы оставляете нашу территорию, либо вы оставляете нашу территорию. Все. Вот именно это я хотел сказать, что это уловка, на которую мы не должны идти, потому что компромисс, какой бы он ни был, мы сначала должны защитить среди украинского населения. А мы сначала, у нас сейчас граждане, ну, они с одной стороны хотят, чтобы очень сильно хотят, чтобы прекратилась война, просто чтобы это закончилось. С другой стороны, они не готовы на территориальные уступки и какие-либо компромиссы. И пока вот общество раздираемо вот этими двумя желаниями, политики играют на этом, играют и раскалывают общество, вместо того, чтобы выработать нашу позицию. Мне кажется, очень нашей власти недостает честного разговора с украинцами, который должен начинаться с того, что решение, какое бы оно ни было, будет не близкое, и будет нам стоить, ну, мы за это заплатим большую цену. Какая бы цена это ни была, цена жизни, цена финансовая. И хороших решений тоже здесь не бывает. И вот если вот мы, наконец, у нас найдется хоть один чиновник, министр или президент, или его советник, который скажет правду людям, а не будет им обещать то закончить войну за 2 недели, то мир вот очень быстро, а скажет, что это огромная проблема, которую решать, может быть, предстоит даже не нам, а нашим детям, что это очень длинный путь, что мы должны начинать, мы не должны жертвовать и сейчас вот условно перекладывать эту проблему на будущие поколения, отказываться от территорий и суверенитета, потому что, ну, это же не только наше, это же еще достояние будущих поколений, мы не можем за них решать. Ну вот относительно Донбасса нам же на самом деле вот русские, они же не говорят, что это они оккупировали, они говорят, что это Украина, у вас там гражданский конфликт, а мы тут как бы ни при чем, нас там нет. И они же ставят перед нами ультиматумы внести изменения в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса и вот таким образом впихнуть вот какую-то такую нашу нам же территорию в некой такой конфедерации со своими марионетками там при власти, да? И они ставят перед нами вот такие ультиматумы. Понятно, на это согласиться мы не можем. А что дальше? Знаете, я бы говорил, они уже перешли от языка ультиматумов к
языку реальной политики. В России вот есть такая политическая партия, легальная, зарегистрированная, основанная таким персонажем, как Захар Прилепин. Недавно, на днях буквально, эта партия обнародовала свою программу, и там вот написано впервые, собственно, вот в официальных российских документах, в документах легальной российской политической партии записано, что Россия должна побороть, там так написано, националистический фашистский режим в Киеве и присоединить к себе территории оккупированного Донбасса, то есть сделать их частью Российской Федерации. На Донбассе происходят очень интересные события. Россия уже, знаете, она перешла вот к такому символическому доминированию. Они установили стеллы огромные с надписью «Россия» прямо вот на въездах, на своих блокпостах, на въезде в оккупированные территории. И они перешли уже к следующей стадии. Они уже не говорят, что нас там нет. Они говорят, что мы вообще-то там есть, а вот есть даже российские партии, которые говорят, что надо бы нам, короче, так сказать, вот втянуть в себя эти территории вот по крымскому сценарию. И это уже абсолютно другая реальность. Это реальность, над которой нам тоже надо думать и понимать, что Россия уже вот перешла к следующим стадиям, к стадии уже вот подготовки к аннексии этих территорий, помимо оккупации, именно к аннексии. Вот недавно в Государственную Думу внесли законопроект, который приравнивает отчуждение территории России к экстремистской деятельности. Об этом сообщил в среду один из авторов документа, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенников. Давайте его послушаем. Предлагается дополнить абзац 2 пункта 1 статьи 1, указав, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территорий. Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствии с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации. Поскольку в Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации, либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от 6 до 10 лет. Что это означает? Вот мало того, что они внесли поправки в Конституцию Российской Федерации о том, что нельзя неконституционно вообще обсуждать вопрос передачи земель, так они еще и приравнивают отчуждение территории России к экстремистской деятельности, да, и предлагают открывать уголовное производство против людей, которые там что-то там скажут от 2 до 6 лет. Ну, нас с вами не должно удивлять, что Россия возвращается к своей исторической судьбе и становится тоталитарным государством. Это тоталитарное государство, причем это хорошо видно на примере вот этого дяди, которого мы слушали, потому что те, кто наблюдает за российской политикой, помнят, что Павел Крашенинников вообще-то попал в Российскую Госдуму в 1999 году как член партии, ультралиберальной партии «Союз правых сил», который всегда выступал за западный вектор. А сейчас, так сказать, колеблясь вместе с линией партии, данный персонаж вот приступил вот к такому огромному, тщательнейшему вылизыванию задницы начальства и, собственно, к разговорам о том, что у них там, ну, то есть, они же, депутаты российские, предлагают все более и более идиотские инициативы, чтобы понравиться начальству. Это же такая игра. Чтобы царю понравиться, надо вот генерировать как можно больше бреда. А царю это нравится, и этот бред становится вот частью законов. Нам с вами в любом случае должно быть глубоко наплевать на Российскую Конституцию и на их там сроки, ограничения, потому что единственное, собственно, к чему мы можем призывать российских граждан, это нарушать основы конституционного строя, отчуждать российские территории, а еще желательно вот вырезать и убивать ФСБшную тварь, которая, собственно, душит сейчас этих людей. Вот именно вырезать и убивать. Давайте подключим к нашей беседе Александра Подробинника, журналиста, который с нами на прямой связи. Александр Пинхосович, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день. Да, вот мы сейчас обсуждаем внесенный законопроект в Государственную Думу, который приравнивает отчуждение территорий России к экстремистской деятельности. А вот об этом заявил один из авторов этого документа, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашеник. Что вы думаете, зачем это все делается? Но вы знаете, есть русская поговорка, что на варе шапка горит. Они понимают, что отчуждение территории, которая была ранее ворована, да, от их государств, у соседних государств, она подрывает их стабильность этой власти. Это то, чего они боятся. Они боятся, что им придется когда-нибудь отдать украденное. Да? Это такая нормальная такая воровская реакция. И они какие-то делают ходы, которые превентивно, как им кажется, обеспечат вот те захваты, которые они осуществляли в последние годы. Да и в советское время. Мгм. И вот тема, которую мы хотели с вами, собственно, еще сегодня обсудить. Вот в Москве сотрудники ФСБ задержали по обвинению в госизмене известного журналиста Ивана Сафронова. В последние 2 месяца Сафронов работал советником главы Роскосмоса. По версии спецслужб он передавал сведения о российской оборонке странам НАТО. Адвокаты утверждают, что речь идет о Чехии. Суд по просьбе следствия арестовал Сафронова на 2 месяца до 6 сентября. Ходатайство рассматривалось в закрытом режиме, хотя защита настаивала, что оснований для этого нет. У здания Федеральной службы безопасности РФ задержали 20 журналистов, которые вышли на пикет против задержания бывшего коллеги и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене. Что вы думаете насчет обвинения по отношению к Ивану Сафронову относительно задержания 20 журналистов? Что происходит сейчас? Но относительно задержания 20 журналистов дело ясное. Наши граждане лишены конституционного права на свободу манифестации. Тем более, что закон, ныне действующий, позволяет проводить одиночные пикеты, но власти не обращают внимания на закон, они делают то, что им велит начальство, то, что им кажется наиболее выгодным. Что касается Ивана Сафронова, то это дело одно из многочисленных за последние годы дел по государственной измене. Власть пользуется тем, что не объявляет открытое содержание обвинения. Суды проходят при закрытых дверях. Практически общество лишено возможности оценить, насколько обвинение достоверно и насколько защита эффективна. Да? Практически мы ничего не можем сказать по существу этого дела. Но у нас есть хороший опыт по таким делам. Мы знаем, как они фальсифицировались в Советском Союзе, как они фальсифицировались подобные дела в последние годы. И учитывая этот опыт, мы можем предположить, что дело Ивана Сафронова тоже фальсифицировано. По крайней мере, сейчас все требуют, чтобы обвинение было конкретизировано, чтобы оно было открыто. И «Новая газета» объявила сбор подписей под обращением за то, чтобы власти открыли, в чем состоят конкретные обвинения Сафронову. Тогда мы сможем судить о том, насколько они достоверны, насколько лживы. А считаете ли вы это дело политически мотивированным? Я затрудняюсь сказать об этом, потому что никаких данных по конкретному делу, по этому делу в распоряжении нашем не имеется. Мы ничего об этом пока не знаем, но можно предположить, что это дело политическое, тем более, что дела, связанные с государственной изменой и с шпионажем, я думаю, просто по определению можно считать политическими делами. У вас вот недавно в России прошел плебисцит по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Вот сейчас мы видим задержание 20 журналистов и так далее, задержание Александра Сафронова. Есть ли какие-то протестные настроения там у вас внутри России? Протестные настроения появляются как ответ на политические репрессии, которые действительно усиливались, особенно в последнее время. И, кстати, после плебисцита, после 1 июля, один арест следует за другим, один приговор следует за другим.
Ну и, соответственно, будет расти общественный ответ, может быть не так же адекватно, не в такой же мере, как хотелось бы. Но вот, например, на 15 июля на 7 часов вечера назначены несанкционированные с властями, недоговоренные с властями митинги в Москве, в Петербурге, в других городах, на центральных площадях. Люди собираются выходить с протестом против обнуления сроков Путина и против возрождения авторитаризма в такой жесткой его форме. А может ли это перерасти в какую-то масштабную и долгосрочную акцию? Трудно сказать. Вообще говоря, протест может перерасти в кампанию гражданского неповиновения, в Майдан, в революцию, в любой момент и по любому поводу. И, к сожалению, никто не может предугадать, когда именно это произойдет и какой повод будет триггером для такого развития событий. Спасибо вам большое. Журналист Александр Подробинник был с нами на прямой связи прямо из Москвы. Ну а тем временем, вы знаете, Кабинет министров Украины прекратил действие меморандума между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил присутствующий на заседании правительства народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале. Спустя 6 лет, вот сейчас мы разорвали вот этот меморандум. Что это значит? Ну, это значит, что у нас очень непрофессиональная инертная бюрократия. Поскольку практического толку от этого меморандума, наверное, никакого не было, а сколько у нас еще всяких подписанных интересных соглашений с Россией, знают только вот старожилы Кабмина. И я думаю, что вот они будут так всплывать вот при первом поводе и сниматься. Поэтому я здесь не вижу никакого Ну, у нас вообще какое-то было сотрудничество с Российской Федерацией по борьбе с терроризмом, если глава РФ, да, там сам террорист. Мы как-то вот на протяжении 6 лет что-то делали? Я не думаю, делали, что это? мы ничего не делали. Это был просто вот, ну, бумажка, которая вот была заключена, а раньше благодаря этому сотрудничеству была упрощенная форма, ускоренная выдачи лиц, подозреваемых в терроризме. Если помните, при Януковиче когда-то вот задержали в Одессе людей, которые якобы готовили покушение на Путина, и они были быстро экстрадированы в Россию. Вот это все было благодаря, собственно, вот этим документам. А сейчас получается, что вот экстрадировать, ну вот, во-первых, мы не будем координировать между собой, я не уверен, что мы их и не координировали, но впредь вот не будет законных оснований координировать СБУ, координировать свою работу с Россией в направлении именно вот борьбы с терроризмом. Ну, у нас на протяжении 6 лет вот войны с РФ была вот эта вот координация? Я не могу сказать, была ли она, потому что я не являюсь сотрудником СБУ. Единственное, что я могу сказать, это то, что у нас могут быть риски в связи с тем, что этот документ прекратил свое действие, которые состоят в том, что на территорию Украины из России могут проникать люди, которые, собственно, подозреваются российскими властями в терроризме. Мы понимаем, что в России это политическая статья, и большинство из этих людей будут преследоваться по политическим мотивам, но также не должны помнить о том, что несколько человек могут быть реально нежелательными субъектами, и теперь Украина для них это такая привлекательная, что ли, территория, потому что у нас перестал действовать вот этот вот закон. А проникать на территорию Украины российские граждане могут вопреки всему, как опять же нам показал случай вчерашний с людьми, задержанными СБУ, которые вообще непонятно каким образом въехали на территорию Украины и как здесь оказались. Спасибо вам большое. Константин Батовский, политолог, был гостем нашей студии. Дуже дякую вам. А я вынуждена завершать, к сожалению, этот блок. Эфир телеканала АТР буквально через несколько секунд продолжает информационная программа «Заман». Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Подписывайтесь на нашу страницу Facebook, Instagram. Куршкенч.